Дорогие мои друзья, подписчики, а также гости нашего канала, я вас всех приветствую. Политгараж, как всегда, с вами. Сегодняшний репортаж я веду из ботанического сада города Мирного. Почему я выбрал это место? Да вот как-то я подумал, что сегодня самое, наверное, такое тихое и укромное место в нашем городе, где можно спокойно побродить и поговорить с вами на какую-нибудь тему. Огромное количество комментариев, конечно, я получил за эти 2 недели, когда длился вот этот вот ужас с пожарами на нашей якутской земле. Их были просто тысячи комментариев. Это помогло нам также создать большую аудиторию, чем она была у нас. Не знаю, что именно. Может быть, людей просто привлекает вот такие катастрофические, ролики с видами пожаров, рушащегося всего, горящего, уничтожающего огня. В общем, понятно, что людям это больше нравится. То, что нравится, как-то привлекает эти картинки, привлекает этот контент. Многие люди просто смотрят, многие, конечно, с болью в душе и сердце отзываются, пишут: Якутия, мы с вами, Якутия, держитесь, тушите пожары, наказывайте всех, кого можно наказать там. Ну, я отозвался на призыв наших блогеров, наших каналов, вещающих новости, максимально больше репостить, максимально больше показывать, что происходит в данный момент в Якутии. Да, я использовал выдержки из других телеканалов, из каналов блогеров, каналов даже наших якутских, Мирнинского района, айхальских блогеров. Использовал их ролики там, где действительно полностью отражается ситуация с пожарами в Якутии. Соответственно, чем больше людей бы это все посмотрело, тем эффективнее эта самая борьба с пожарами. Больше, как говорится, наши правители, может, все-таки это увидели, они как-то осознали, что это не фигня, это не трава сгорела. Может быть, как-то до них это дошло, и наконец они все-таки прислали помощь. Пусть там это был не Леонардо Ди Каприо, но это наши спасатели, наши спасательные службы, отряды пожаротушения. Это когда-то должно было произойти, и как-то повлиять на эту ситуацию должны были именно мы. Именно мы, блогеры, понимаете? Чем больше контента, ну я вот по своим возможностям я не мог вылететь куда-то там на тушение пожаров в лес. Этим занимались специализированные службы, специальные обученные, как говорится, люди, телевизионные каналы, новостные каналы. У них есть репортеры, которые отправлялись туда вместе с операторами, и там находились они уже в центре событий, как говорится, да. Ну, ничего не поделаешь, нам приходилось просто пользоваться их плодами, так сказать. Это, соответственно, помогло нам, помогло Якутии наставить наших руководителей на путь истинный и заняться, наконец, нашими бедами, нашими пожарами. Иначе бы, мне кажется, как и в селе, я уже название его забыл,
куль там какой-то. Также могло сгореть не только в этом селе 30-40 домов, а все подряд могли бы сгореть и в Сангаре, и там эти нефтебазы, и все что угодно. Последствия могли быть, конечно, неутешительными. Что я еще хочу сказать? Вот такой замечательный парк построил нам наш город. Ботанический сад, где можно вот прийти, погулять по этим каменным тропинкам, отдохнуть, послушать пение птиц. Сирены пожарных машин или скорой, не знаю чего там. Город растет, город развивается. Пусть не в ширину, но внутри он становится лучше, интереснее, красивее. Вот даже грибы, вот видите, растут. Хоть поганки какие-то, но растут. В городе происходят замечательные изменения, конечно, с этой пандемией, с этими пожарами, все приостановилось, но, допустим, такие работы, как покраска домов, благоустройство территорий, капитальный ремонт домов, все ведется, все движется, все происходит как положено, согласно запланированных, так сказать, мероприятий. В парке ведутся строительные работы также по расширению городского парка. Что это за растения, я честно вам скажу, не знаю. Но вот они уже плодоносят. Очень похоже на жимолость, но это не она, конечно. Это кустарники вот эти, из которых ограждения. Вот там их стригут. Кстати, неплохо все пострижено, все как бы нормально все выглядит так. Елочки, цветочки, все благоухает. И это замечательно. Друзья, я никого не призываю смотреть наш канал. Основная аудитория, конечно, нашего канала — это мирнинцы, это бывшие мирнинцы, это люди, живущие в Якутии, в Мирнинском районе. Я не призываю, конечно, никого из наших зрителей подписываться на канал прямо в принудительном порядке. Нет, друзья, если вам нравится, ради бога, пожалуйста, смотрите, пишите внизу комментарии, что вы считаете нужно. Может быть, нужно добавить что-то интересное. Может, нужно съездить в какой-то район нашего города, где мы еще не бывали. Может, показать какие-нибудь Шанхай, где люди живут как в начале 50-х, 60-х годов. Может, это вам будет интересно посмотреть. Может быть, наоборот, показывать только положительные стороны. Смотрите, друзья. Если вам не интересен канал, ну не смотрите. Ну вот не всех устраивает моя говорильня, вот это то, что я хожу, еле езжу по городу, показываю какие-то достопримечательности, какие-то места, парковые зоны, беседки. Вот, допустим, если вы, друзья мои, кто-то из моих подписчиков является ответственным за содержание ботанического сада, посмотрите, пожалуйста, вот ржавые перила, провалившиеся мостики. Это же все как-то надо устранять. Пока зима не настала, нужно это дело устранить. Замечательный у нас, конечно, ботанический сад. Красиво, березы, красивые сосны, ели, рябины. Осень берет свое, друзья мои. Осень уже пришла. Это вам тут не
средняя полоса России, не Подмосковье. Конец августа, друзья, все, это уже осень. Видите, желтые березки. Они выдают информацию о том, что осень пришла и пора нам готовиться к зиме. Зима уже, увы, не за горами. Это произойдет очень быстро. В сентябре месяце обязательно выпадет снег. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Сейчас я постучу по дереву. Хотя это неизбежно. Первый снег обязательно выпадет. Люди пойдут копать картошку, как только сойдет первый снег. У нас это происходит именно так. Вот такие вот чудеса происходят у нас в нашем городе. Друзья мои, вот я прогулялся в парке, вы заметили, что ни одного человека нет. А все потому, что сейчас раннее утро. В ботаническом саду еще никого нет. Люди еще спят. Сегодня воскресенье. Вот мы проехали мимо ботанического сада по улице Юнского, нет, Амусова, нет, по улице Московской. Все, мы закончили обзор ботанического сада. Сейчас проезжаем по улице Московской, выезжаем. Друзья мои, смотрите, это вот развалины кинотеатра Родина. Что-то никак его не уберут, никак не разберут и не вывезут эти остатки. Еще они нам бередят нашу душу. Давно уже пора, надо было в городе, вот двухэтажки разбирают, так и вывозят их сразу. Есть специальные полигоны, куда вывозится строительный мусор. И используют его в качестве подушки для строительства новых объектов. Ну, конечно, это объекты не жилищного строительства, а так кто-то под базы, под различные промышленные там какие-то объекты. Вполне годится этот раскрошенный бетон, и вполне потом сверху пересыпается подушкой из щебня, и на этом уже ставится новый объект. Друзья, сейчас едем по улице Амусова. С правой стороны вы наблюдаете вот Амусова 18, длинный 3- или 4-подъездный дом, трехэтажный. В этом году он сдан. Не все там, конечно, хорошо. Жильцы, которые впервые перезимовали в этом доме, как и вот в этих домах, которые дальше, тоже Амусова. Здесь памятную доску новую соорудили, а я еще ее не видел. Интересно посмотреть, кому это она посвящена. Вот в этих новых домах, конечно, не все хорошо, и с обоями, и с утеплением. Везде там и поддувает. То есть первая зима однозначно выявляет какие-то недостатки. Так, сейчас мы с вами проедем по улице Ленина. Сейчас свернем сюда и поедем на восток. Немножко плоховато видно, но ладно. Небольшую прогулку по городу для вас сегодня я сделаю. Много времени уже прошло с момента последнего нашего путешествия по городу, и практически много что изменилось в городе, но эти изменения не так сильно заметны. Допустим, вот Почта России осталась стоять на месте, конечно, никуда она не делась. Немножко я повторюсь, конечно, смотрите, вот какое все-таки приятно наблюдать голубое небо. Вместо дымовой завесы нормальное человеческое голубое небо, блин. Вот прям приятно смотреть на него, душа радуется. Как задолбал за июнь, июль и половину августа дым. Дым, конечно, все еще продолжается. Якутия все еще горит. Еще не потушено порядка двух, наверное, миллионов гектар еще горит. Конечно, когда что-то происходит такое, наши
в нашем родном доме душа, конечно, не на месте. Честно вам скажу, снимать, ездить по городу ролики вообще никакого желания, никакого настроения, потому что тем более вообще, короче, совсем не хочется этим заниматься, потому что понимаете почему. Душа не на месте, и поэтому вот как-то оно все не так. Сейчас смотрите, какое прекрасное небо. Видимость, блин, наверное, до горизонта. Вот сколько есть там 20 километров видимости, все это, все хорошо просматривается, все видно. В городском парке ребятня играет, лезут в этот фонтан, несмотря на то, что уже холодно. Кстати, погода утром у нас сегодня 10 градусов плюс. Уже по ночам температура опускается и ниже. Днем нормально, еще 20 градусов. Это все-таки, как ни крути, а это лето, солнце еще достаточно высоко и хорошо прогревает нашу якутскую землю. Пойдем немножко в городской парк культуры и отдыха. Давненько мы здесь не были. Что-то сегодня с утра закрыты эти бургерные, мороженые. Даже вот есть карта, как нужно где чего тут прогуливаться по городскому парку. Обычно днем, в выходные дни здесь, днем в будни, в выходные дни, в воскресенье, в субботу, всегда здесь народу полным-полно. Смотрите, во что превращаются постепенно наши олени. Они были сделаны из каркаса и облеплены вот таким мхом. Ну, мох, конечно, он что-то не сильно растет, но постепенно почему-то это как-то превращается в непонятное. А нет, я ошибся. Значит, люди-то гуляют в парке. Несмотря на то, что еще раннее утро. Я уже думал, что вот эти скульптуры, помните, к нам приезжали художники, что скульптуры эти уже давным-давно снесли, разрушились они. Но они постепенно и разрушаются, так проволокой их связывают. Ну, как бы, не айс. И там вон скульптура, вон там цветок, потом там змея вот эта, вот здесь сердце, я вижу. Все-таки мне кажется, вот наш городской парк какой-то он вот уютный, он вот прям вот какой-то такой вот как надо. Молодцы вообще наши руководители, городская администрация, муниципальная, районная. Вообще они просто замечательно сделали подарок нашим жителям. Я считаю, что это просто их заслуга. Ну, естественно, того, что деньги выделяются. А раз денежки выделяются, значит городу быть, городу жить. Бассейн наш, или как это называется, фонтан, он уже выключен. Ну, это потому что еще раннее утро, народу еще никого нет. Я уж не буду в воду нырять, ладно? Пойду с бабаёшкой поздороваюсь. Да, чувствуется
Такой прохладненький осенний ветерок. Прямо уже приходится одеваться нормально, так, курточку обязательно. Все, лето кончилось. Еще если поехать, допустим, в Новосибирск или в Иркутск, ближайшие такие наши в прямой доступности города, там очень даже и очень, я вам скажу, еще тепло, даже по утрам. Что-то у нас прекратились дожди. Как-то это все не очень хорошо. Нам еще не хватало, чтобы осенью у нас продолжились пожары. Совсем не хотелось бы нам этого. Потому что если дождей не будет, туманы, простые обычные туманы, нас не спасут. Здесь должно быть прям конкретно должна проливаться земля. Друзья мои, огромное количество грибов в лесу. Люди привозят, рассказывают, в Инстаграме выкладывают, хвастаются, показывают, продают через группы грибы. Маслята я такие видел, там вообще просто такие вот масленочки, такие красивые оранжевые шляпки. Не огромные, такие маленькие, красивые, их сотни, тысячи. Хочется съездить куда-нибудь за грибами, хотя бы на жарюху набрать. Вот я их как бы, не хватает один раз в году, 2 раза в году покушать грибочков жареных, и все. А мне достаточно. Я небольшой любитель или ценитель, там, люблю, конечно, зимой поесть груздиков, там, маслят маринованных, но не каждый день. Так, чисто полакомиться. Мне как-то я не считаю их большим деликатесом. Задавали вопросы мне, почему я не сказал бла-бла-бла. Цена на голубику. Друзья, голубика. Простите, что я не сказал. Многим просто это неинтересно, грубо говоря, да? А я не сказал, за сколько я купил. Скажут, ты барыга, Купил за такую бешеную цену, можно было купить дешевле. Друзья, что предложили, я купил. Мне много не надо, я чуть-чуть купил, мне хватило. 3 литра этой голубики, 1500 рублей. То есть литр 500 рублей. На рынке смородина 500 рублей литр. Банка подозрительно не литровая. Вот так. Как обычно, знаете, помните, еще в детстве семечки продавали, стаканчики уж очень подозрительные были у бабок. Вот так и здесь. Баночки очень подозрительные. Что-то надо блогеромобиль помыть, по-моему. После последнего дождя я его не помыл. Дорога в аэропорт получила у нас вот такие разделительные полосы. Посередине получила сплошную полосу, то есть здесь он запрещен. По краям также полосы сплошные, обозначающие, что в принципе на обочину съезжать нельзя. Я не думаю, что это так уже останавливает наших автолюбителей, водителей, чтобы они не могли съезжать на обочину. Так, сейчас мы подъезжаем к руднику Мир. В действительности сейчас в этом здании рудника чего только нету там. Все что угодно, только не шахта. Вот сейчас мы с вами подъедем к памятнику шахтерам. Давненько мы с вами здесь не бывали. В этом году здесь проводили ремонт, помните? День шахтера был. И к этому празднику еще монумент не был отремонтирован, но сейчас уже он прямо во всей своей красе. Друзья, здесь посажено огромное количество вот таких замечательных цветов.
Как ни крути. А вот даже ведь есть съезды. Как ни крути, занимаются наша или администрация, или это Алроса, за чьи деньги был построен этот небольшой парк. Не могу назвать это местом отдыха, но это очень памятное и эпичное место. Конечно же, в этом году, буквально недавно, был день памяти погибшим шахтерам. И приносили цветы, конечно, к этому монументу. Цветы уже завяли, конечно, вот не знаю, почему их не убирают. Ну, наверное, скоро уберут. В Инстаграме очень много было постов в день памяти. Здесь очень людей много присутствовало. Родственники приезжали, конечно. Ребята, вечная вам память. Земля вам пухом. Мы отправляемся дальше. Кстати, по-моему, это вот, если я не ошибаюсь, хотел сказать, это мята. Нет, лимонник какой-то, что ли. Раньше здесь можно было вот так поехать, вот оттуда. Здесь была дорожка такая, и вот она выезжала сюда, вот к этим гаражам. Сейчас ее нет, естественно. Здесь сейчас вот этот памятник шахтерам. Они, конечно, навечно останутся в нашей памяти. Каждый год будут люди приезжать, чтобы почтить память погибшим. До сих пор ведутся разбирательства непонятные. Виновные, конечно, наверное, скорее всего, так и не будут наказаны. Я не буду больше развивать эту тему о виноватости и наказаниях. Вы сами все прекрасно понимаете. А мы двигаемся дальше. Интересно, вот это дорогостоящее оборудование, вот эти все здания, вот эти все сооружения, лебедки, клети там и все это. Будет ли это все перенесено, использовано как-то в новом руднике Мир, который будет построен в будущем? Или просто это все дело так и останется памятником, наглядным памятником непригодности наших руководителей? Все-таки шахтой должен руководить горняк и шахтер, как и всем, в принципе, предприятиям горнодобывающим. А эти все манагеры, московские, это все муть и туфта, которые не умеют ни руководить, ни... А че ты опять эту тему затронул? Я же сказал, не буду. Все, друзья мои, извините. Едем дальше, смотрим. У нас сегодня еще по плану небольшой обзор цен. Я вам хотел бы показать цены на строительные материалы. А знаете почему? Да потому что у меня в квартире ведется ремонт. Я делаю ремонт. Вот, и я думаю, вам всем будет интересно узнать, почем нынче обои и почем нынче гвозди. Я шучу, конечно. Шпаклевка, маклевка, краска. Просто эти наши цены, они очень сильно разнятся с материковскими.
Тот же Leroy Merlin, грубо говоря, наверняка там цена будет, вот, кто знает, ну, можете потом сравнить и посмотреть. Кто недавно делал ремонт, друзья мои, обязательно загляните на наш канал, посмотрите, ужаснитесь, и вы поймете, где мы живем и какие у нас чудесные зарплаты, чтобы сделать в квартире ремонт, чего это стоит. Все, мы едем дальше. У нас обзор. Помидоры в какую цену? 400. 500 рублей с вас. Ты взял вот это? А огурчики в какую цену? 250. А перчики? Перчики поштучно, которые 70 рублей. Здравствуйте. Пожалуйста. А капуста вот это тоже поштучно? Нет, на килограмм по 150 рублей килограмм. А морковочка? 50 рублей. Вот пучок, да? Да. Спасибо. В целом такие обои 0,7 шириной. Вот такая цена. Здесь это из дорогих итальянских тяжелых флизелинов. Вот такие метровые. Ширина метр, длина 10. 3300, 2800, 2700, 2600. Такая текстура богатая. Ну, подешевле тоненькие обои. Такие чистые бумажные белорусского производства. 360, 400 рублей, 810. Чуть-чуть структура получше. 1100 даже есть. В общем, трудно ориентироваться по ценам какие. Но уложиться можно, наверное, в любой бюджет. Вот 400 рублей стоит. Вот эти рядом уже 900 рублей. Плитка, керамогранит. За квадратный метр, я так понимаю, 2000, 1650, 1730, 2200, 2025, 1700. Вот такие панно Лотос 2800, 50 на 70. Так, краска, вот, например, такая PF 115 глянцевая, 280 рублей. Такая 410 рублей, белая, универсальная, PF 115. Лак яхтный 1100 рублей литр. Лак для бани саун 720 рублей. Такой лак аэрозольный 350 рублей Кудо. Растворитель универсальный 160 рублей пол-литра. А вот White Spirit 130 рублей. Вот такая вот затирка для швов белая. 900 рублей церезит. Затирка вот такая. 2 килограмма. Что-то нету цены на нее. А, вот 530 рублей. Шовная. Так, что тут еще есть? Шпаклевка финишная для любых оснований. 1650 за 25 килограммов. Кнауф. Шпаклевка гипсовая 1350, 25 килограммов. Вот такая клей для керамической плитки 900 рублей за 25 килограммов. Что еще есть тут такое? Клей для плитки 5 килограммов 390 рублей Крепс.
Вот такая вот дорожка из вспененного чего-то. 1460 рублей. Я так понимаю, за метр. Вот такая поменьше 620. 620. Эти у нас 700 рублей метр. Погонный. Клеенка. 1500, 1300. Ну, на стол клеенка обычная. Ткань непонятная тоже. Клеенка. А, это клеенка такая. 1400 рублей. Ну, я не знаю, что ей накрывать. Дорожки ковровые. Вот такие вот. 0,8 метра, 2000 рублей. 420 рублей. 0,8 метра. Такая метровая, 420 рублей. Ну, синтетика. О, ванна акриловая. 40 тысяч. 150 рублей. Такая ванна 21 500. Душевой поддон 21 тысяча. Такая ванна маленькая. Сколько тут в ней? Метр, наверное, с кепкой. На 95 литров. Длина 1300. Размер 15 800. Интересно. Вот такая душевая кабина. 90 на 90. 55 700. Распродажа. А была 65 500. Вот такой бак оцинкованный. Не знаю, на сколько тут литров. 4 400. Вот такая бочка пластиковая с крышкой 6 800 стоит. Такой унитаз с этой вот с такой штуковиной. Инсталляция 22 600. Обычные унитазы по 11, по 14, по 12, по 9, 9, 9, 9, 8, 7. Короче, как-то так. Смесители 9, 5, 10, 5, 7, 10, 12. Короче, за 5000 еще и трудно найти смеситель. Вот только разве такой за 4300, как какой-то это совдеповский. Всем привет. Извините, что ж такой у меня беглый обзор. Ну так, чисто информативно. Вот такой смеситель. То есть раковина 19 900. Вот такая раковина с постаментом 39 600. А самая простая вот такая тюльпан 4 400. В общем, всякого добра тут увидел. Ну и линолеум. Здесь можно посмотреть. Смотрите, ширина 3,8, 3000 квадратный метр, 3600 квадратный метр, 1800 двухметровый, 3000, 3700, 3600, 3300, 2650, 3400, 1800, 4400. Это уже 4-метровый. А так в среднем 3000 квадратный погонный метр за линолеум. Что тут еще? Эти ковролины, примерно такая же цена за погонный метр, 3000. 3300, 3400, 4600. Ну, уже широкий. Ну, как-то так. А, вот раковины еще. Раковины 6400, 2400, 3400, 2600, 3800. Ну, такие тоненькие, хромированные. Если вот искусственный камень 7500, 15 700, 10. В общем, такие цены. Вот за 14 тысяч большущая раковина на полу. Грандфест. Грандфест. Друзья, на этом я свой выпуск заканчиваю. Если он вам понравился, пишите внизу свои комментарии. Обязательно поставьте жирный лайк или дизлайк, как вам понравится.
дело, как говорится, каждого и индивидуально. До новых встреч!